они как это сказали-то про Костю? Да прям так сказали, Чем это? что, ну, показания мне надо будет менять, и надо будет грузить Джоника нам. А реально Костя виноват? Ну, реально виноват Костя, но надо грузить, вот, ну, переводить стрелки на других людей нам. Почему они Костю не хотят грузить? Не знаю. Почему? Потому что под ним, наверное, работает. Ну как, с кем-то разговаривают? Шамиль, это, я так понял, замначальника 5-го отдела Фаниса. Там же 5-й отдел занимается. Он только один разговаривает с тобой? Да, один на один. А вчера вообще говорит, что ну, то, что я ввязался, короче, лезу в такую дебрю, такую глушь, короче, что, блядь, ну, что мне может быть вообще плохо все. Уже после того, как, ну, они узнали, что я уже следователю отдал это, ну, заявление, что не буду заключать с ними досудебку. Ну. Что еще говорили? Да, в принципе, ничего такого, блин. Про Илюшу забыть, про Костю забыть. А героин когда откуда у тебя взялся? Если нет Кости. На Джоника. Это его. Ну, Джоник и так сидит уж, блядь. Он и так сидит, и все еще на него. Да. Так можно же и на этого, блядь, на Троцкого свалить все. Можно любого свалить. На Афганистан. В принципе, смысл уже в том, что, короче, этих людей всех выводить из-под удара, а вот получается Нет, а ты мне всё. скажи, а ты как сам думаешь, почему они так Костю-то оберегают, блядь, из-за чего? Почему оберегать? Костя тянет героин из Москвы, допустим, таблетки с Питера, пласт, продает, здесь потребители хлопают. Они, да? Конечно, из-под него берут и все, он тихо-тихо торгует, а информация, а он хлопает потребителей и, соответственно, уже, ну, А по деньгам решают они? с ним по деньгам не знаю. Ну, Ну, постоянно... слышал, не слышал вообще. Когда ты еще на улице. Нет, то, что по деньгам, не знаю, конечно, они здесь. Но то, что сам факт, то, что постоянно крутятся какие-то деньги в обороте, ну, считай, вот там, они же постоянно идут, то бишь предоплата идет, чтобы, допустим, взять 10 килограмм пласта. Это, извини меня, надо 1,5 миллиона, как минимум. Какие-то деньги крутятся. Ставка очно здесь будет у нас? Постоянно. То есть заранее деньги даются? Заранее часть денег все равно, допустим, если пласт идет с Питера, то заранее, значит, получается у нас, Кто-то получает деньги. то, что там кто-то получает деньги. Да, соответственно, они делают предоплату определенную, берут эти 10 килограмм, здесь их распродают, вставляют туда свою шапку. Если взяли они, допустим, по 180 тысяч за килограмм, здесь они отдают минимум по 220. В любом случае 40 тысяч килограмма имеют, это минимум. Максимальная цена у них может быть где-то в порядке, ну, где-то 70 тысяч килограммов. В любом случае, короче, у них идет навар. Постоянно идет навар, соответственно, с учетом того, что где-то кого-то они подставили сами потом, это списывается. Вот этот навар, он потом, то есть они свои деньги не теряют, а за счет потребителя, оптовых потребителей, весь этот оборот закрывается. То есть если 500 000 у них получается шапка в ходу, она постоянно остается, она не теряется. Она не палится, она не госнарконтролем не глушится, ничего. Она всегда в обороте. Выходит-то так. Ну, выходят они все Получается, деньги. шапка у шапки. Шапка у шапки. Они деньги получают, да? На заводе остаются, а лохи всякие сидят, да? А лохи сидят те, кто покупает. Искусственно создается группа Ну, по сбыту. основной костяк получается шапка, Кости и госконтроль. Илюша и, Вот втроем. и госнарконтроль. Основная шапка. Конечно. Основных они скидывают, получается. Да. Да. Тебе, смотри, тебе прям реально известно, что эти данные люди работают с госнарконтролем. То, что Илюша работает с Юрием Олеговичем, я уже давным-давно это понял. Откуда ты узнал или понял? Разговор с Костей. Ну, дословно скажи. Разговор с Костей, что вот такой-то человек. А потом еще разговор Кости с Андреем Ивановичем. Была передача по захвату где-то героина или чего-то. И вот этот человек был на экране. Костя ему недвусмысленно сказал: помнишь, тот материал показывали по телевизору? Ну, Иванович говорит: да, помню. Вот этот человек, помнишь, что там выступал? Он такой: да, помню. Вот этот папа Илюшин. Так что все это можно поднять и еще раз перепроверить. А кто там выступал-то? Не знаю, Иванович. Сергеев, наверное? Я не помню точно, надо Ивановича. Он же все время выступает. Но я сразу скажу это. Я их убедил в том, что
честно говорю, я их убедил в том, что я Илюшу специально вам не отдал. То есть Иванычу, что вот разговор был с Юрием Олеговичем и вот еще один высокий, я вот фамилию его не знаю. Он единственный, кто там ходит со мной за руку здоровается, если ну так, да. Вот. Высокий какой? Он очень Светленький, высокий, темный, такой здоровый, ну крепкий такой. Светлый, да? Или темный? Волосы, ну, не темные и не светлые, не белобрысые, вот что-то между. Как твои волосы? Да, наверное. Чуть тени твоих. Не Максим зовут? Нет. Максим узнает. Максима я знаю. Максим со мной ни о чем не разговаривал. Максима я знаю, да. Максима я знаю, он общался с Костей. И насколько я знаю, Ну, Максим... Мясников, который- Да, Мясников. И насколько я знаю, Максим его предупредил из города текать. Тогда, в январе месяце. А длинный это кто? Не Олег его зовут? Да? Усачев Олег, да? Не знаю, Возраст, он не возраст. Ну, мой возраст, наверное, около Ну, 40. Олег. Олег такой длинный, чуть сутулый, нет? Нет, Нет? не сутулый, по-моему, нет. Может быть. В общем, я считаю, что на самом деле вот все в этом мире происходит абсолютно правильно и верно. Нет, я правильно тут излагаю? Их же- Если их по же- сути так разобраться, оно все так и есть. Вот. Их Нет. же... Подожди. Их... Они как называются? Госнаркоконтроль. Да. Они контролируют наркотики. Они контролируют, Но они контролируют поставки, Ну и все нормально, что, какие проблемы? продажу. Все нормально, что. А в этом никто и не сомневается. Какие вопросы? Роль оставить контролируется, они контролируют. Роль Илюши Кости здесь такова. Искусственно создают группировку внутри города Казани. по сбыту. Они всегда являются, получается, организаторами. Они всегда являются организаторами, они создают группировку. Один из них, получается, всегда идет с разговором с клиентурой, которая является оптовым Ну такого же не может. сбытчиком. Не, ну скажем так, смотри. Создается группировочка такая маленькая, скажем, ну, нашли Кучаева. Ну ладно. Некий Давайте Н. как сделаем. Ну, Кучаев. некий Н. Кучаев. Что такое? Значит, предлагает ему Ну, такой примерно, извините, район, 70, такой не пласт. Он соглашается. Половину. Допустим, да. И давай развивай там сеть по сбыту. Да. Он начинает, соответственно, Да. развивать сеть. Да, да. Несколько человек. Так? Уже как бы, ну, сообщество маленькое. Ну, 3 человека, как вижу сейчас пока. Пусть там 3-4 человека. Берем удар на себя. После чего происходит дальнейшее событие. Какое-то время дают поработать. Месяц, 2, 3, полгода, может там Веса какие? чуть больше. Веса там разнообразные, килограммы уже идут. Да? Все. Потом они уже за это время сами тихо-тихо отходят. Про них уже начинают забывать. Они переключают поставку не с себя, а уже через подставное лицо, которое потом невозможно будет найти. Он остается, останется как неизвестная личность. И, соответственно, эту группировку хлопают, искусственно созданную. Вот тебе ОПС. По сбыту и т.д. и т.п. Ну, в этом случае, получается, вот это подставное лицо еще не нашли же, правильно? Да как его и не найдут. Нет, имеется в виду, а кто это? Ты же напрямую с ними. Нет, я-то работал с Костей напрямую. Ну, видишь, они не нашли пока того третьего человека. То есть, схема-то, получается, не Почему не нашли? Они уже все там нашли. По твоей схеме. У них уже все расписано там. У них уже все расписано. Для этого нужно было заключить досудебку со мной. И чтобы я начал давать на всех показания. Притом надо еще плюс на тех показания давать в обвинительном, скажем, наклоне, которых я глазами не видел. Которые со мной, допустим, ничего этого подобного не делали. А вопрос, знаешь, какой сразу по поводу вот этих вот показаний там, и так далее? По поводу Наиля, что? Там разговор у тебя был по поводу Наиля? По поводу Наиля был. Ну что, какой был разговор? Спрашивали, по поводу Наиля был разговор такой, что дай показания, что тебе дали сотрудники Обноны полкило, и ты их, когда приходил в квартиру, ты их положил. Ты дал на деле? Шамиль. Я говорю, я сказал, что я подумаю все это дело. Вот. А вчера я сказал, что я признаюсь в том, что я сам подкинул эти полкилона без Обнона. Я говорю, Наиль, я постараюсь из-под удара вывести. Я тебе скажу, их ответ, по-моему, обрадовал, вернее, ответ. Они в нем что-то заинтересованы тоже. Мне кажется, он связан с ними очень крепко. Но он сейчас согласен сотрудничать. Да я понял, что... Но подставляться не хочет. Да я понял. Смысл разговора-то какой? Вот он что до трубки дотянулся, с ними разговаривал. Что? Он говорит, я с ними полностью на связи, и они знают все нюансы, вообще знают все, что... Они в Питере? Да, где-то там.
Для проверки слов сейчас можно развести его, чтобы отправили оттуда просто какого-нибудь баранчика с таблетками и с героином, подтверждением всего. Сказать, допустим, вот вы сейчас это сделаете, меня отпустят под расписку. Мы можем это сделать легко. И все блин, мои слова, они вообще тогда подтверждаются капитальненько. Они будут, нет, они будут это делать ради него? Да. Надо просто сценку разыграть какую-нибудь здесь. Нет, а почему они ради него будут делать? Не знаю, ну, нужнее он им, значит, нужнее, чем я. Моя судьба в их понимании решена. Понимаешь, там они лепят ОПС. Как бы они, почему и так сильно и все это происходит. Там хотят сделать ОПС, что я во главе всей этой организации. Вот. Ну, у них организация. То бишь нет, получается так, короче. Джоник, вот этот Оскар и все. Вся организация, что ли? Там еще несколько человек вывезли шестерки вместе с Джоником. Которых ты глаза не видел, да? Которых я никогда в жизни даже не знаю, наверное. И Джоника, наверное, тоже, да? Ну, Джоник-то я знаю, я его в 2008 году контролил уже на 2 килограмма. Тут вы опять объединились, да? Мне самое страшное, знаешь что? Вернее, не самое страшное, а самое Это интересное. же которая в Москве была, да? Да. С Мерзловым тогда. Подожди, а он все этот срок сидит, что ли, да? Все, этот срок сидит, да. У него 9,5. Нет, ситуация такая, да, что они его писали с первого дня разговора. То бишь, когда он мне позвонил, я был дома, он мне когда предложил взять героин, что там у него в Москве есть, понимаешь, уже шла запись. Получается, они его там, кто-то там, рядышком с ним, его, блядь, подталкивал на это. То бишь, опять же, они его там сами спровоцировали. Но я так думаю, что это между нами крыса Олег такой. Кто-нибудь с ним знаком? С авиастроительного района. Северного когда-то за улицей смотрел. Ну, он. Сорвин? Нет, крыса Олег. Шайхметов. Полуеврей, полутатарин. Ну. Жил на Кутузова. Сейчас на Афинах у него квартира однокомнатная. Не Шанхай погонял, Нет, Крыса? крыса погоняла. Ну, Шахметов, он известный человек. Ну вот ситуация такова, что вот это все, короче. А он, по-моему, давно уже и тоже. Вот. Опять же, вся сцена разыграна, спровоцировано преступление. С учетом на потребителя. Я не хотел килограммистик. Я спровоцировал. Ну, я 100 грамм-то брал для себя. Не, шутки. Выходит на Эль. Нет, я 100 грамм-то брал для себя, для собственного потребления. А получается, мне уже шьют, они цель сбыта. Мне 4-ю часть они лепят. Я пишу ходатайство на назначение судебной экспертизы, медицинской, наркологической. Она мне на 22 число мая. В крови остатки героина держатся 40 дней максимум. Когда меня привезут на экспертизу, у меня в крови ничего не останется. Нормально? Проколы там все. Проколы уже заживают. Надо вот, чтобы меня отсюда что ли быстрее сделать. Осветите, вот это все надо делать. Как-то, потому что это... Она реально специально отодвинула это все. Чтобы вот это, чтобы все мои слова, короче, на нет свести. Вот такая ситуация. Ладно, покушай, покушай. Слушай. Ну, а так-то вообще в чем проблема у нас? Блин, я не знаю, давайте говорите. У нас нет я врать, выдумывать ничего не будем. Все как оно есть, просто, тут Понимаешь, надо по существу заданных вопросов отвечать всегда Вот легче. я тебе конкретно говорю нашу ситуацию, конкретно тебе. Вот. Если мы перебодаем государственный контроль и дела останутся у нас, вот,